Всем приветики! Сегодня у нас 3 августа. Смотрите, какая тут лужа здоровенная. Ё-моё! Вчера был дождь, ливень днем где-то, или что-то ночью тоже лило, короче. Я вот тут пришел, точка такая активная. Тут куча магазинов, как бы недорогих, поэтому сюда вот на машинах приезжают. В общем-то, так, ну что, пройдемся, прогуляемся здесь немножко. Ой, по лужам. Любите вы такое, я знаю. Вот, кстати, этот молочный дождик вот сюда в магазин переехал. Тут что-то на ремонте был. Стал, вернее. Мясо оптом. Так, ну и что? Погода вообще кайф. Кайф погода. Машины заезжают, уезжают, движуха, короче, такой актив. Набор для борща, вы смотрите, что-то тут не продают всякие вкусняшки мясные. Цыпленок даже вот по 215, окорок. Туда я не буду заходить. Какой-то отдел продаж здесь даже. И вот такие вот здесь лужи хорошие. Ходил в молочный дождик. Там молочко подкупить у них вроде бы более-менее такое. Но там очень много берут. Просто коробками. Там какие-то мелкие оптовики приезжают. ЧПшки, ИПшки. И начинают там все коробками брать. Короче, как мне тут пройти-то, люди? Ё-моё, смотрите. Дождь прошел и трындец. Надо вот такие вот лазейки искать, где можно пройти. Сама, еще комары какие-то тут достают. Вау, какая лестница. Пожарная, да? Это вообще-то пожарная лестница, но как по ней спускаться, черт его знает. Улица Некрасова, 2/3. Ну так немножко душновато, но 22 градуса, где-то 22-25. Сегодня облачность. Так, слушайте, я так, конечно, хорошо зашел, да? Тут же еще собаки могут быть. А здесь как? Вот я зимой здесь проходил. А сейчас, по-моему, фиг я пройду, да? Вот как вот тут пройти? Странно. Ух ты, скворечник у людей вон там. Так, это что у нас тут? Помойка. Тут можно пройти. Или так вот пройти. Слушайте, я боюсь ходить, а? Тут же собаки. Собаки. Так, надо вот по этой железке. Ё-моё. Собаки здесь же могут выскочить и меня обкусать. Но тут у них красиво. Смотрите, все сделано. Какие-то люди ходят. О, что такое? Откачивают что-то. Воду откачивают. Сантехники приезжали. Да, тут капец затопило, конечно. Бум. Ой, тут вообще болото какое-то. Я зашел, люди. Вообще трешак. Я даже сам не ожидал. Как бы мне тут не промочить. Ну, вот хорошо можно по бочку проходить, да, как бы. А так... Тут какой-то кузов старый от какого-то... Это автобус был, да, это тут наставлены. Так, а здесь как мне пройти? Блин. Ё-моё. Телефон еще не уронить, надо додуматься. Фух. Так. О, на дорогу более-менее нормальную вышел я. Туда можно идти, но туда я не хочу абсолютно идти.
Зато вот здесь красивый дом такой стоит. Россельхознадзор называется. Так, еще вот дворик. Тоже весь потоплен. Ой, ё-моё. Это, короче, сапоги. Резина, это самое вот то вот будет. Самое, как лайк, вот так. Самое то вот по таким дворикам шастать, если вы живете. Даже и тут вот что-то. Ну, стоков этих канализационных тут вообще никогда, по-моему, не было. Ну, вот этих от дождя, блин. Поэтому оно все вот так, когда дождик пройдет, оно так и получается. Ну, не знаю, вот этот район, тут же деревянные дома были, вот здесь вот, допустим, да, сейчас тут снесли, еще тут, в принципе, достаточно, вон, то, если туда идти, там много-много их, то есть, если вот сносить их, в принципе, да, вы же видели, какая там ситуация, там же ничего никто не делает, ни дороги, ничего, ни дворы, соответственно, дома могут быть в каком-то аварийном вообще состоянии находиться. Ну, живем, нормально, в принципе. Чего я жалуюсь? Все хорошо. Вот тут Альфа-банк. Главное у нас погода. Вот, похолодало как бы. Ага. После дождичка вообще кайф. То есть мы же тут вот этот месяц даже больше потели, ходили. Потели. Вообще жарень была жуткая. Невыносимая жарень. О, сейчас посмотрим, почем бензинчик. Вон там он, в Якутске. Туймада нефть. Так, 98,62. 95-й 57. 92-й 56. 80. Что-то я копейки, да? Короче, 95-й 57, 70. 92-й 56, 80. ДТ 67,50. Сегодня у нас 3 августа. Такая цена. Ух ты, тут, смотрите, кучу. Тут ремонт делают. Это улица Дзержинского. Немножко я по ней пройдусь. Вот здесь, вот, видите, песочек. Все, тут стройматериал, видать, или вывозят они. Аккумуляторы. Стоянка транспорта запрещена. Это, наверное, к этому месту не относится, да? Вот тоже вроде бы недавно, но дорога вот какая. Что-то тоже никто не делает ничего. Так, что у нас за дом? Дзержинского 52, дробь 2. Тут березки. Якутские березки. У нас, кстати, в Якутске много березок растет. Как сказать, такая атмосфера интересная создается. Ну и можно вот не рядом с дорогой идти вот этой активной, а вот так вот по таким вот местечкам. Кстати, тут какой-то ресторан, бизнес-ланч, еще что-то, пивас. Фантазия. Люди. Фонтан. Первый раз здесь увидел. Вот это да. Тут мангальная зона. Какое-то летнее кафе. Запчасти. А я в магазин не буду заходить там с этой штукой. Ходить, снимать. У нас люди не любят такого. Поэтому вот будем наслаждаться видами таких общедоступных мест, дороги, улицы. Я вон до туда, до и туда перекрестка, и потом обратно пойду. Не хочу я туда дальше идти. Хотя если дальше пойду, я могу выйти. Ой, как он называется? Короче, к рынку столичный. Ну, вот тут березюха у нас уже. Плитка видно, да? Это от вечной мерзлоты ее корежит. И вот так вот она потом
начинается. Короче, чтобы вот такого не было, это надо там что-то вообще многослойное делать. Какое-то основание выкапывать там. Вот как проспект Ленина сейчас делают. Но это очень большие вложения должны быть. Вообще дырина. Оба. Так что надо под ноги смотреть. Так, выходим мы вот здесь вот. Комбинат строительных материалов и конструкций. ЕКСМК. Кстати, одно из старейших предприятий города. Ну, город-то у нас, вы все знаете, 1900. Ой, какой 1632 года. 32, да? 32. Ну, короче, 1600 какой-то там 30 года. Ага. А, вот здесь вот переход. Все, я сюда сейчас пойду. Здесь перейду. Поэтому город-то, в общем-то, древний. Строились здесь всегда. Так, это улица строителей. Вот это вот. И улица Дзержинского. Так, идем. Идем. Какое красивое у нее платье, а? Домики какие-то там нарисованы. Прикольно, да? Так, куда мне сейчас пойти? Это улица строителей. Здесь эти новые дома. Ну и, конечно, первые этажи у них заточены под вот эти магазины. Естественно. Мы открылись. Смарт комиссионный. По приему вот техники бытовой, по-моему, они принимают. Ладно, туда я не пойду. Туда, если идти, там мы в район улицы Жарницкого выйдем на улицу Жарницкого и 17-й квартал. Ну, сейчас у меня цели нету туда топать, шлепать. Так, или давайте мы, знаете, что делаем? Вот, смотрите, кто гадит-то, а? Кто гадит? Люди, кто гадит? Сахафармация, аптека. Вот так все просто. Тут прямо что-то ремонтируют, машину, тачку. Вот тут тротуар еще нормальный. Березочки вот они посадили, да, или это были такие. Ну вот Якутск летом он все-таки красивее, да? Все-таки он красивее и симпатичнее. Зелень все-таки распускается, и поэтому в городе как-то более комфортно находиться, допустим, чем зимой, естественно. Но машины, большое количество машин, это все дело портит. Общежитие какое-то вот здесь вот. Так, и мы здесь во двор зашли. Двор посмотрим, палисаднички такие вот интересненькие. Тут даже вход в аптеку вот с задней стороны есть, смотрите. Ну и давайте я вот так вот сокращу путь. О, сколько мусора навыкидывали, смотрите. Вот у кого машина есть на дачу, если тут палки, доски всякие. Если вам надо, можно вообще набрать жуткое количество. Так, ну здесь вот в принципе новый дом, да? Ну, сделан вот так все. Так все. Здесь что такое? Игровая площадка у них. Игровая площадка. То есть сколько этой дороги вообще делали? Ну, похоже, делали, да? По идее, должны дом сделать и дорогу сделать. Или не делали. Но я тут не был, ничего не скажу, поэтому вот это вам показываю просто. Так, это Дзержинского 49 адрес. Тут у них зоны вот такие вот. Для занятия спортом там, да. Кстати, гараж продают. О. Так. Ну и вот сюда сейчас завернем. Ходил я тут, когда не ходил. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что тут интересного. После дождичка. Сегодня какой день? 3 среда.
после дождичка во вторник. Посмотрим состояние. Ну да, подтопило, но ходить можно в принципе. Посмотрите, здесь зато какая большая, вот между этими домами зона, да? Смотрите. Игровая. Тут даже был когда-то асфальт. Когда-то был асфальт. Лазилки разные. Ну, вот это уже более новое. Смотрите, поставлено. Здесь уже и качели новые. И даже покрытие здесь вот такое вот. Такое покрытие специальное. Мягкое, да? Какой-то типа ковролин. А почему-то никто нифига не тут мусор не убирает. Я не знаю, дворники-то вообще прописаны, нет? Вроде бы как платим мы за какую-то уборку. Но что-то никто за эти деньги, видать, не хочет работать. Так, ну что? Здесь что у нас? Так, мы пройдем. Да, тут сложно, наверное, да? Сложно. Хотя можно, да? Нет, тут можно, тут нормальная дорога. Все можно проходить, заходить. Так, вот тут еще, смотрите, запрятались вот эти вот домики старые. Видали, да? Так. Там я вижу деткомбинат. И тут тоже какой-то покосившаяся деревяшка. Ну, они большинство, по-моему, уже эти двухэтажки, там времен 60-х, 50-х годов уже пришли уже в такое состояние, что покосился у них фундамент. Вон, смотрите, да? Вот я прямо стою, да? Вон, видите, на бок куда-то съехал. И там, получается, все полы вот такие вот. Ну, какой толк его вот восстанавливать, да? Да и изначально они, наверное, строились на какое-то ограниченное время. Так, блин, я зашел, а? Все, мне как тут выйти-то, люди? Покудово. Вот здесь вот надо броды искать, ходы, выходы, броды. А, это вот там улица строителей, да? Так, пока паузу. Вот, поехала. Нормально. Главное, брод знать. А то можно двигатель или подвеску оставить. Так, а тут что? Капец. Чего никто не убирает-то? Тут я вообще не пройду нахрен. Вообще я тут не пройду. Так, развернулся. Иду в эту сторону, обратно нафиг. Там вообще невозможно. Как там жители этого дома живут, если там живут? Так, а здесь как пройти? Здесь вот посюда надо идти. Давайте вот так вот толенчок нагнем. И вот посюда пошлепаем. Да, Якутск в любое время года интересен, своеобразен по-своему. Зимой там снег лежит, мороз там крепкий. А летом там засуха, вот дожди вот такие, лужи. Короче, осень красивая, там все так опадает, да, такое желтеет. В лесу красиво осенью, допустим, да. Вот поэтому довольно таки город красивый, что я хочу сказать. Ну, интересный, да, интересный в любое время года. Ну, если за ним ухаживать, соответственно, будет он красивый. Это же надо все, какие-то вложения делать, дороги там всякие, разъезды, асфальт ложат, вечная мерзлота. Вот это вот все дело усугубляет. Что сделаешь дорогу
центре там или где, да, и все, там все это начинает, короче. А сейчас еще какое-то, ё-моё, как тут пройти, потепление климата непонятное, вроде говорят, вообще непонятно, что будет происходить. Так, вот такими мне путями приходится идти. Ну, в воде-то куда деваться, я не знаю. Вот она здесь стоит в этой луже, да? Она просто стоит и не вытекает никуда. Если бы она протекала, стекала, то возможно. Ой, блин. Что и ушла. А так она, получается, здесь будет стоять, пока не испарится или что, не знаю. Так, ну здесь вот вышли под такое хорошее строение. Здесь бетонная площадка. Естественно. Сделано. Цены-то немалые у нас на квартиры. Ну хоть что-то делают. Вот подсыпали что-то, да? Как мне тут пройти? Я вообще куда-то зашел, я вообще не понимаю. Вот сюда вот. Ну, с той улицы, стороны улицы Строителей, да? А тут, по-моему, вот это Халтурина. Халтурина. Ладно, идем дальше. Так, шлепаем, короче. Ну, здесь вот более-менее нормально. Так, во. Двор КПДшечки вот этой вот. И мы вот сюда выходим. Я не знаю, тут тротуар есть, вот я пойду, тут я смогу вообще пройти вдоль вот этой дороги, вон туда вон. Я даже не знаю. Под теплосетями машины не ставить, опасно. Предупредительная надпись, что нельзя под теплой трассой машины оставлять. Опасно. Может, значит, что-то да упасть или пробить, или... Короче, о, смотрите, у меня дилемма, как пойти. Или по дороге, или вот посюда. Давайте посюда. Сдам гараж 48 квадратных метров. Ну, тут такая, как бы, частная зона. Домики вот такие. Халтурина 39/1. Аккуратненькие. Интересно, тут есть еще вот эти вот водокачки? Если тут вот такие дома, вот смотрите, да, там же нету, может быть, воды нету. То есть люди же должны где-то воду набирать. Или он уже все забытый. Халтурина 37. О, здесь вообще шикарный тротуар, смотрите. Зря я боялся. Вон она, водокачка. Как я и чувствовал, что тут должна. То есть можно, в принципе, вот если вы пить хотите в жару, вон туда подъехать и водички выпить. Так, как тут пройти? Туда пойти, сюда пойти. Якутский колледж культуры и искусств. Я вижу, вон там вывеска. Ну давайте пройдем в том направлении. Не знаю, это тупиковая ветка или нет. Но я здесь еще не ходил. Поэтому интересно, что же здесь за зона. Так, здесь студенческое общежитие написано. Якутский индустриальный педагогический колледж. Колледж. Здесь остановка. Ну, здесь территория вот этого колледжа культуры и искусств, несущие тепло и солнца. Вот надпись там такая. Здесь лужку обходим. Ну, все ямочки заполнились. Ну, может быть, это хорошо. Слушайте, у нас же довольно-таки сухой климат в Якутске. И вот эти вот водяные лужки, они как бы создают дополнительную влажность. Может быть, это и хорошо. Зря я так все кряхчу, что-то ворчу, чем-то недоволен. Главное, что мы живы и здоровы. Да, вот это главное сейчас.
в нашу эпоху. Да, точно, я решил, буду снимать, говорить позитив. Не надо нам от этого негатива. Надо на позитив настраиваться. Так, ну и пока я иду, хочу пройти. Вот кто-то выкинул, смотрите, стиралку. Там, может, кому запчасти нужны от нее. Можете подойти, забрать. Так, а как я тут пройду? Потуда смогу, нет? Какие-то помост, смотрите, деревянный. Шикарный. Опс, 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 опс. Ну, тут рубирует, смотрите. Кто-то настелил. Чтобы это... Кто-то что-то ел или что? Вау. Вау, вау, вау. Я буду шепотом говорить. Так. Так. Ну, хорошо. Вот это как бы вдоль дороги обязательно можно по краю пройти. Там нету углубления. Ой, смотрите, какие цветы красивые, а? Что за цветы? Пишите в комментариях. Я не ботаник, поэтому вам не скажу. Так, а здесь, вот я здесь вышел, да? Вот я здесь вышел. Море, океан. И зачем на море ехать, если это все так, естественные увлажнители. Вот, смотрите, как надо. А мы вон потуда пойдем нафиг. Не хочу обувку свою мочить. Вот так вот обходим. Умный в гору не пойдет. Умный гору что сделает? Обойдет. Вот мы так же поступили. А то там неизвестно еще, может, что-нибудь наскочишь на что-нибудь на этой воде. Может там ямина быть вообще какая-нибудь, да, такая глубокая. И что потом, ногу сломаешь, там еще вылезти надо будет оттуда. Или что-нибудь, доска с гвоздями лежит. Представляете, наступите вы так. Адская боль, заражение. Надо срочно дезинфекцию. Это все уколы противостолбнячные. Потому что в этой воде тут черт знает, что за бактерии, микробы могут быть. Да и сама ржавчина от гвоздей, она не полезна. Так, и вот мы вышли, вот как раз вот где я вот тут ходил. Сейчас мы здесь вышли. Городской архив. Вон у них тоже все тут позатапливало. Всю площадку затопило. Нормально. Ладно, я туда не пойду, я вот сюда пойду. Здесь перейду. Вот здесь вот на этом светофорчике. Здесь переходик есть. Ну, честно говоря, можно было вот это вот почистить, да, вот это вот грязюху-то. Так, идем. 17 секунд осталось. Успеем, нет? Ну вот как раз в этом месте мы и вышли. Где я ходил. Ну, в общем-то, и все. Я, в общем, для вас поснимал то, что хотел. Вот состояние какое в городе. Ух ты, кто-то тут травку накосил, смотрите. Ну, состояние вот хотел я поснимать вам. Что после дождя, то что у нас хорошая погода, уже жары нету. В общем-то, таким образом. Ладно, всем пока, до новых встреч.